И в продолжении темы «Чего не сделаешь ради интересного контента» популярные блогеры из США решили даже окунуться в прорубь в Якутии. Впрочем, с погодой им относительно повезло. В эти дни в Якутске установились теплые для января температуры. Подробнее о том, как родилась такая экстремальная идея и для чего жителям Калифорнии понадобились все эти испытания, путешественники рассказали Анне Васильевой. Блогер Друбинский побывал во всех 197 странах мира. В России он уже в 5-й раз, но в Якутии впервые. Его авторский YouTube-канал насчитывает более 3 миллионов подписчиков со всего мира. История о вдохновляющих людях, разных культурах и самых безумных приключениях. Таков контент его канала. Именно в погоне за острыми ощущениями он собрал единомышленников и поехал в самое холодное место на Земле – в Якутию. Теперь он ездит в более интересные такие места, в которых он еще не был, и про которые, я бы сказал, публика еще не очень знает. Вот. И он услышал про Якутию, он услышал про Якутск, вот, и решил сюда приехать и снять тут несколько историй, вот, побродить, вот, посмотреть, насколько тут холодно. Вот. И, по-моему, им тут очень нравится пока. Андрей Мисютин до 6 лет жил с родителями в Санкт-Петербурге. Потом семья переехала в США. Посетить родину согласился с радостью. С Друбинской это уже второй их совместный проект. Здесь, в России, Андрей не только оператор, но и переводчик. И иногда идейный вдохновитель. Что мне нужно сделать? Прыгай в снег и снова вернись в воду. Нет уж, спасибо, обойдусь. Аман Кандил родом из Египта, но тоже живет в Лос-Анджелесе. Опытный путешественник и один из создателей тревел-влога в YouTube. На их канале Yes Theory почти 7,5 миллионов подписчиков. Контент строится как раз на постоянном поиске экстремальных ситуаций и выходе из зоны комфорта. Мы хотим показывать именно такие места, в которых мало кто бывал. Например, Якутск, чтобы люди увидели, как сотни тысяч человек живут в самом холодном городе мира. Мы хотим рассказать об этом другим людям, чтобы они тоже выходили из зоны комфорта и посещали такие места. Интерес к якутским морозам не угасает. Свою ощутимую лепту вносят и саха-моржи. Именно их экстремальный опыт вдохновил двух независимых блогеров-миллионников объединиться в одну команду и вместе покорять холода. И хоть к этим путешественникам погода отнеслась благосклонно, и в воду ребята окунулись при минус 27 градусах, тем не менее они уже готовы вернуться в Якутию и именно в минус 50 мороза. Когда? В следующем году. Даже в минус 50? Да, хочу именно в минус 50. Анна Васильева, Георгий Григорьев, Якутск.